Великие духовные лидеры — это олицетворение мудрости, милосердия и возвышенности. Они стоят во главе тысяч последователей, направляя их в созидательное русло, меняют ход истории, воспитывая целые поколения. Таким лидером можно по праву назвать шейха Накшбандийского тариката, богослова и наставника Мухаммад Мухтара Бабатова. Родившись в 1954 году в поселке Кехулай Республики Дагестан, Мухаммад Мухтар с детства учился основам ислама и духовной нравственности у своего глубоко верующего отца Османа. После смерти отца, в свои 15 лет, он продолжил обучаться исламу у других наставников, таких как Ибрахим Кади Параульский, Абдурахман Молла из селения Цилин, Мухаммад Кади Параульский, Хасанхан Кади из селения Гели, Хабибулла Кади из Нижнего Казанища. Духовным наставником Мухаммад Мухтара являлся шейх Накшбандийского тариката Мухаммад Амин Дейбукский. Мухаммад Мухтар стал имамом поселка Тарки в возрасте 25 лет. Когда он произнес свою первую проповедь, люди, покидая мечеть, выразили ему огромную благодарность, отметив, что этот юноша гораздо больше, чем о нем говорили. Какую прекрасную проповедь он прочел, говорили прихожане, какой глубокой верой он обладает. В первой проповеди стало ясно, что он возлюбленный Аллаха. К нему притягивались люди не только кумыкской национальности, но и другие нации, даже не понимая кумыкский язык. Его эмоции, то, как он подавал речь, как он подавал тему, этого бывало достаточно для того, чтобы человек обогащался, набирался веры во Всевышнего Аллаха, усиливал свою веру и возвращался из джума намаза уже переполненный с иманом, переполненный настроя на богоугодные дела. Мухаммад Мухтар прожил яркую жизнь, посвятив ее служению религии Аллаха, прививая благие нравы и передавая шариатские знания своим воспитанникам. Слова его учеников и близких людей отражают глубокое уважение и признание его духовного наставничества, которое остается в сердцах тех, кто получил от него знания. Моего шейха Мухаммад Мухтар, рахимахуллах, я узнал, когда мне было 16 лет, когда он приехал к нам стать имамом. Что запомнилось, если вы спросите, с первых дней у него, с молодости, то, что он мне говорил, повторял часто, то, что человек должен быть мягким, в особенности алим. Он говорил, что алим должен быть алимом. И второе, что он говорил, что алиму, подходящий после алимства, то есть мягкости, это простота. Жена Мухаммад Мухтара рассказывает, особенно в молодости у супругов случаются мелкие конфликты и разногласия. Когда в наших отношениях что-то случалось, Мухаммад Мухтар всегда первым мирился и просил прощения. Я говорила ему: возможно, Аллах простит тебя за эту черту характера. В нем не было ни высокомерия, ни гордыни. В этом отношении он всегда был скромен и добр. Вместе мы совершили паломничество в Мекку 10 раз. Рахимахуллаху та'аля рахматан вася. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва та'аля проявит свою милость над ним. Пусть Всевышний возвысит его степень. В плане воспитания семьи отец не был многословен. Скорее, он нас воспитывал своим поведением, некой духовностью, своим состоянием. Очень сильно не любил внимание общества, внимание людей. Поэтому постоянно стремился к уединению. Он очень мало разговаривал. Когда говорил очень полезные вещи. Был очень спокойный, никогда не принимал резких каких-то решений. Будучи 16 лет, когда я его звал к себе в гости, не считая то, что он имам целого поселка в то время, 80-е годы, когда я его звал к себе домой, он проявлял вот такую свою простоту, приходил ко мне, за мной приходил, общался. И удивительное другое качество по простоте у него, тоже, которое запомнилось, я думаю, всем прихожанам нашей мечети, поселка Тарки, в то время, когда он работал там, его простота. Второе, то, что люди автоматически шли к нему. Он никого не притягивал в мечеть, он никому не делал такое наставление, чтобы он сделал. Он своим поведением, своей этикой тянул людей к себе.
И люди автоматически при встрече с ним забывали дунья. Тому, кто оказывался рядом с ним, не хотелось уходить от него. Все влюблялись в него. Его лицо источало свет. Он был человеком сильной веры. Его проповеди, подобно стреле, проникали в самое сердце людей. Многие не могли сдержать свои эмоции во время его проповедей и плакали. Он был богобоязненным, приближенным к Аллаху человеком. Он был аскетом, отвергающим все мирское. Вот не было в нем чувства превосходства. Никогда он не говорил, вот я ученый, я алим, я должен сделать то-то, сказать то-то. Вот этого чувства превосходства в Аллахе в нем не было. То есть он постоянно пытался вести себя как истинный раб Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, поклоняясь Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, делая дуа по ночам Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. В общем, это отличительная черта его. Он отличался еще тем, что многие люди, которые к нему приходили за советом, если они поступали так, как он говорит, они непременно оставались в плюсе. То есть он людям давал такие хорошие, полезные советы в жизни. Это было такое наставление. Я думаю, это по причине того, что Аллах ему дал такое благочестие внутреннее. Также шейх Мухаммад Мухтар, рахимахуллаху тааля, был человеком регионального значения. Он решал вопросы не только в своем селе, не только среди кумыков и не только среди дагестанцев, но и вопросы касаемо других республик, как Северная Осетия, Алания, как Чечня и другие республики. Когда он стал имамом в Тарках, его первой целью стало обучение детей. До его прихода в поселок не то что кадия, но даже на должность муэдзина приходилось приглашать людей из других мест. Однако, благодаря его благословенному усердию, сейчас имеется 7 действующих имамов, выходцев из Тарков. Еще есть столько же ребят, достигших уровня имама. Постоянно он пытался искренне показать, что он раб Всевышнему Аллаху Субханаху Тааля. И прежде всего он это показывал самому Всевышнему Аллаху Субханаху Тааля. Не было никогда, чтобы он пытался как-то использовать религию в своих корыстных целях. Я думаю, это то, что не хватает многим религиозным деятелям. Очень часто гости, которые к нему приезжали домой, уже в позднее время, и эти люди, когда выходили из его дома, он этих людей не просто провожал с ворот. Он этих людей, бывал случай, когда довозил до дома расстояние, которое было масафатуль каср, где можно было намаз сокращать, вплоть до этого. Вот это его простота, это его благочестие. Если сегодня вы спросите знающего человека Мухаммада Мухтара, рахимахуллах, его качества, все скажут, и до единого, я уверен, скажут, каждого, если вы спросите, скажут, что он любил больше всего его. Так же я говорю. У меня впечатление было, что он больше всего меня любил. Вот эти качества этого человека, которые запомнились. Шейх Мухаммад Мухтар, рахимахуллах, имел знания, глубокие знания шариатские. Если он читал 2 строчки, такое ощущение бывало, как будто бы он понял 4 строчки из этих 2. Аллах Азза ва Джаль наделил его таким пониманием. Он был человеком, проявляющим сильную любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословения. Всякий раз при упоминании имени пророка его моментально охватывало эмоциональное переживание. Настолько глубоко в его сердце был Аллах, и настолько сильна была любовь к его посланнику. Мухаммад Мухтар, рахимахуллах, оставил после себя сотни проповедей, написал книгу стихотворения на кумыкском языке, оставил очень много высказываний и оставил после себя большое количество учеников, которые сегодня несут на своих плечах ношу призыва к исламу в десятках мечетей не только Дагестана, но и Северного Кавказа. Он руководствовался правилом, что бы ни случилось, не отходить от нравственности пророка, мир ему.
Он был пропитан его нравами, жил в соответствии с ними, обучая и призывая к этому благонравию, он и ушел из жизни. Наш любимый Мухаммад Мухтар, да смилостивится над ним Аллах. На 63-м году своей жизни шейх Мухаммад Мухтар Бабатов отправился к милости своего Господа. 11 ноября 2015 года на похороны шейха съехались люди со всего Дагестана и Кавказских республик. Это было большой утратой для всего народа. В эту ночь вместе с людьми шейха оплакивали и небеса. Во время похорон шел не переставая проливной дождь. Шейха похоронили в соответствии с его завещанием на кладбище селения Агачаул, что в пригороде Махачкалы. Мухаммад Мухтар оставил богатое наследие и светлую память. А самым главным достижением шейха являются его ученики, которые продолжают передавать свет знаний уже следующим поколениям мусульман.